мастерство. Хотя не самый лучший пенальтист Буфон, вратарь-пенальтист, но тем не менее опыт есть опыт. Добрый вечер! 3-4! Буфонище! Да, вот можно даже не договариваясь знать, что нужно говорить в эти моменты. Потому что вот каким бы он ни был там, на чем бы он не специализировался, если можно так сказать, если вот человек знал, то знал, куда прыгать. И вот сейчас первый... Потому что действительно Буфон не из тех вратарей, кто играет по мячу, он старается почувствовать, предугадать. И частенько его ловит на противоходах, но сейчас великолепную форму нам продемонстрировал обладатель многочисленных рекордов мирового футбола Джанлуиджи Буфон. Ну и теперь его соотечественник Паделли покажет свое мастерство против Канцело. 1-0. Ювентус впереди, 2-1 общий счет. Раноки не забил, да, по-моему, у Интера? Да, странное решение отправить бить Раноки. Может, он меньше других устал. Центральный защитник, первый бьющий пенальти. При, в общем, достаточно большом выборе игроков, так скажем, более креативного свойства по работе с мячом и по ударам. Раноки любопытно, что он вообще в профессиональном футболе дебютировал под началом Антонио Конте. Еще вот как раз в том самом Ареццо в серии Б. Так что с ним многое что связывает нового наставника. Так, следующий бьющий у нас румын с одной из самых футбольных фамилий в истории игры. Пушкаш. Крайне внимателен Джанлуиджи Буфон и... Ну, хорошо пробил, очень прилично. В угол самый попал, и тут даже мастерство Буфона. И его чутье не помогло, поровну. Качал Буфон молодого нападающего. И заставил его, в принципе, пробить туда, куда Буфон и попросил его пробить. Но слишком здорово пробил румын. А это Криштиану Роналду. Его представлять не нужно, может бить как захочет и вообще как ему заблагорассудится. Команда, которая выиграет серию пенальти, получит 2 очка, проигравшая получит 1. Роналду одно не устраивает. Но это совершенно все равно. Здесь сама по себе победа, сам факт победы над принципиальным соперником, пусть и в предсезонном матче. Вот что главное. Итак, Криштиану, ну уже было понятно, что он попадет в створ и забьет, потому что Паделли начал метаться. И 2-1. Ювентус впереди. Пока Ювентус бьет без промаха, здесь технически немножко не хватило голкиперу, под рукой пропустил мяч, хотя угадал, куда и как пробьет Роналду. 2-1 в пользу Ювентуса. Первый вот этот промах может аукнуться сейчас Интеру через пару-тройку ударов. Этого человека. Он играл во 2-м дивизионе вчера. Во 2-м дивизионе человек играл, сейчас будет бить пенальти Буфону при 60 тысяч зрителей. Вы представляете, что у него в голове сейчас? Вот что у него в голове. А Буфон второй удар берет. Тащит Буфон, но Луонго мечты сбываются вот таким вот образом. В предсезонном матче, когда еще выпадет шанс самому Буфону пробить с пенальти, даже если допустить, что Луонго останется в Интере, будет в заявке на матче. Но вот так, чтобы Буфону пробить, ты представляешь, такое бывает, ну на самом деле, раз в жизни далеко быть, не у каждого футболиста серии А, даже нападающего. Вот такой вот момент. Ну и Буфон второй удар берет уже именно в этом углу, именно в правом от себя. Эмре Can будет следующим проверять Паделли, пока не получается у голкипера Интера взять удары футболистов Ювентуса. Что тут с Эмре Can'ом? Ну, что-то с Паделли происходит, как-то на прямых ногах стоит, даже не пытается сложиться и среагировать на удар, даже если его и переиграл Жан, ну, хоть что-то, какое-то падение изобразить. Паделли должен, мне кажется, не готов второй вратарь Интера к серии пенальти, а у Ювентуса второй вратарь. Ого-го! Какой второй вратарь? Да, учитывая, что сейчас, по сути, да, стоит, играет в воротах второй номер, а первый-то уже заменен. Ну что, сейчас Буфон может выиграть эту серию, и это будет весьма символично в первой же своей серии после возвращения в Ювентус принести победу своей команде. Ну-ка, ну опять угадал Буфон, кстати, направление удара, не вытащил. Жао Марио забил. Ну что, Интер-Ювентус хороший провели матч для самого-самого начала сезона. Я думаю, что чемпионат будет очень интересный в этом сезоне, чемпионат Италии, потому что у Ювентуса будут серьезнейшие конкуренты, надеюсь, не на словах и не в первом круге, а по ходу всего.
чемпионата. О, а вот идет Адриан Рабье. Тоже, наверное, очень важный момент для него. Он только перешел в новую команду, столько было историй с ним связанных, с отказом играть за Пари Сен-Жермен. И вот сейчас, наверное, тоже психологически важный момент. Взять, забить этот 11-метровый. Ух ты! Пальнул выше ворот. Рабье. И у Интера сохраняется шанс. Сейчас очень важно забить. Не попал в створ и совсем неудачно пробил Рабье. И как переживает Сарри, прекрасно понимая, как газеты, как пресса будет обсуждать этот предсезонный, всего лишь предсезонный матч. Но это Ювентус-Интер, и это после поражения. Уже все равно 2 подряд матча Сарри не выигрывает, потому что здесь в лучшем случае будет победа по пенальти. Никола Барелла. Молодой парень, 22-летний, разбегается, и Буфон. Ой, повезло Барелла, повезло. И такие ляпы бывают у великих людей. Точно, что не боги горшки обжигают. Это как раз вот об этом. Барелла забивает Буфону. Лонгу не забил, а Барелла забил. Представляешь, сколько впечатлений у молодых ребят этих. Сейчас, откровенно говоря, конечно, ему повезло, что Буфон этот мяч не доработал до конца. Но сохранил Буфон интригу. Все-таки люди не зря пришли на футбол. 60 тысяч. Трансляция идет на весь мир. Бернардески, по-моему. Да. Решающий пенальти. Не забивает. Тоже решил побаловать китайских болельщиков продолжением серии пенальти. Все довольны. Криштиану тоже доволен. С кем-то он там обменялся улыбками. И Паделли. Без участия Паделли все это произошло, потому что 2 удара игроки Ювентуса просто не забили сами. А не то, что Паделли потащил, потому что он сейчас в другой угол прыгнул, а Паделли попал в переклад. Да, Бернардес попал. Как у вас со свободным временем, Георгий? Ну, может долго продолжаться. Домой. Борха Валера, вышедший сегодня на Очень замену. техничный футболист, мне кажется, должен забивать. Нет, прямо в центр ворот пробил Борха Валеро. Буфон. Сколько сегодня отбил пенальти. И теперь Ювентус ближе к победе в этой серии. Ну, совсем уже как-то. Уж тогда нужно было сильно бить. Но не развернул, может, тоже форму не набрал до конца. Посмотрим, кто будет теперь у Ювентуса бить решающий. Сейчас было бы круто, если бы Буфон на бис пробил бы сам. Вот все-таки еще не хватает вот этого маркетингового мышления, да? Можно было бы раз и вот такую фишку еще провернуть. Ну, а это тоже фишка новичка, центрального защитника, отправить бить решающий удар. Ну, тоже, знаешь, в качестве такой прописки в команде. Ну-ка, давай-ка. Вообще немножко на Банучи, конечно, очень похож. Демираль разбегается. И забивает Демираль. Ювентус выигрывает этот матч. У Интера в серии пенальти набирает свои 2 очка. Предсезонка продолжается. И Матч ТВ масштабно вам все это дело показывает. Сегодняшняя игра получилась. По-моему, было вполне интересно. Китайцы довольны. Надеюсь, россияне, кто смотрели этот матч, тоже довольны. Ювентус выигрывает по пенальти. Зарабатывает все-таки эти 2 уж важных, неважных очка. Один... А Буфон-то какой! Буфон, Михаил! Да, Буфон. Ради чего мы все здесь и собрались вместе с Криштианом. Ну что, Георгий Черданцев, Михаил Меламед желает вам хорошего европейского футбольного сезона. До свидания. Пока. Лучшие клубы мира на самом крупном предсезонном турнире – Международном кубке чемпионов. Арсенал, Ювентус.